Идет не то, что беспрецедентное давление на СМИ, идет гибридная война между белым и черным. Как там по поводу создания группы по защите свободы слова? В последнее время мы наблюдаем угрозы свободе слова и правам журналистов в Кыргызстане. Поэтому обсуждение этой темы является крайне актуальным. Практически перед Всемирным днем свободы прессы, буквально за несколько дней до этого, суд принимает решение о закрытии Азаттык. Как вы знаете, само слово Азаттык означает «свобода». И получается, закрыли свободу. Никто через суд не закрывал Азаттык, никто вот эту красную линию не переходил. Да? Были попытки такие, чуть ограничить, договориться, но вот до такого еще никогда не доходило. Притеснение таких СМИ ведет к тому, что у большей части населения просто ограничивается доступ к объективной и сбалансированной информации. А это, в свою очередь, открывает дорогу пропагандистским источникам. Моя мечта, что мы превратимся в реальную четвертую власть, остальные три ветви власти не будут с нами бороться, потому что поймут, что это бесполезно, да? Ну и поймут, что это вот нечто то, что помогает государству, то, что должно быть в государстве, и то, что помогает развитию государства. Если не хотите, чтобы мы показывали коррупцию, воровство, один совет – не воруйте, не занимайтесь коррупцией. Авторитарной власти такова, что она не заинтересована никогда в свободе слова, а если она есть, в той или иной степени она избирательна. Идет не то, что беспрецедентное давление на СМИ, идет гибридная война между белым и черным. И, к сожалению, против тех людей, которые имеют хоть какое-то свое мнение, хоть какую-то свою позицию, направлен весь административный ресурс власти. При формировании государственной идеологии. Вот фабрики имеют влияние намного больше, чем Конституционный суд, Верховный суд и парламент вместе взятые. Это практикуется у нас в Кыргызстане. Страшно становится. При манипулировании общественного мнения вот фабрики работают усиленно 24/7. Из любого события могут сделать то, что желает Его Величество. Нападения на журналистов происходят не только вот таким образом, да не только уголовные дела, миллионные иски, какие-то попытки где-то припугнуть или где-то натравить на нас, какие-то выдуманные истории в соцсетях, мы видим это каждый день. Также идет онлайн очень активно идет.